2 мая на календаре. Здравствуйте. Сегодня уже 68-й день героической обороны Украины. Мы продолжаем следить за событиями. В студии для вас работают Павел Прядко и Ирина Юсупова. Тут все пропахло мертвецами. Статья российских журналистов с шокирующими подробностями о том, как в Бурятии хоронят военных, погибших в Украине, появилась в ряде интернет-СМИ. Авторы публикации утверждают, Бурятия занимает 2-е место по числу погибших военных. Журналистам удалось сделать фото и видео с церемонии прощания. Похороны в спортивном комплексе «Лукодром» в Улан-Удэ проходят почти каждый день. Во второй части здания дети продолжают тренироваться в стрельбе из лука. Второй по числу погибших регион после Бурятии – Дагестан, пишут авторы статьи. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где живет почти 12% населения России, почти нет в сводках погибших. Журналист-расследователь Христо Грозев также заявил, что, по его данным, среди убитых солдат из России, которые воевали в Украине, высока доля представителей неславянских групп. Сырис Буляень и Нязор эрзианского народа с нами на связи. Здравствуйте. 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 Вот наблюдается ли сейчас в России, знаете, такой дисбаланс? Многие пишут, что больше призывают солдат из национальных республик. По данным журналистов, призывников из Москвы и Петербурга не более 1%. Это умышленно? Ну, это, безусловно, умышленно, и это не только сейчас. Это вечная комплексная политика Москвы. То есть, с одной стороны, это доведение наших народов до ручки, до максимального обнищания, чтобы эти народы были зависимы от федерального центра. А функции центра – это одной рукой отбирать у тех регионов, что побогаче, и другой рукой раздавать бедным регионам. Причем бедными регионами центр московский сделал их сам. Ну и в ходе этого объяснять, что без Москвы вы никак не продержитесь, хотя есть много примеров, когда народы прекрасно обходятся без Москвы. Во-вторых, втягивание в такие конфликты – это объединение народов круговой порукой, стремление повязать кровью. Эта политика использовалась Москвой во все времена, во всех захватнических войнах. Можно вспомнить Чечню. Кстати, заметим, как Москва обходит, не хочет называть войну войной. Вспомним ограниченный военный контингент советских войск в Афганистане, первая военная кампания в Чечне, спецоперация в Украине. Так вот, в Чечне в ходе обоих кампаний привлекались для участия в войне и представители Идель-Урала. Как эрзиане, так и тюрки-мусульмане, татары, башкорты. Они втягивались в кровопролитную войну и превращались из тюрков-мусульман, потенциальных борцов за свободу и независимость своих республик Татарстана и Башкортостана, в сообщников Москвы, преступников, во врагов чеченцев, мусульман на Северном Кавказе. Ну и в-третьих, это используется Москвой для уничтожения наиболее активной, пассионарной, можно сказать, буйной части населения в регионах компактного проживания народов. Скажите, вот только что мы видели страшное фото и видео из Улан-Удэ, да, как хоронят погибших военных, 5-6 человек в день. Почему вот в Бурятии люди массово не выходят и не протестуют? Они же все это видят, они приходят сотнями на эти похороны. Потому что вы сейчас рассуждаете как представитель другого мира, скажем так, совершенно другого мира, другая логика, другие взгляды. Нельзя это невозможно приложить к российскому обществу. Это совершенно другие представления. Какого рода это представление? Народы эти совершенно разные. Наши народы совершенно разные. И нельзя эти методы, модели, которые определены на Украине, экстраполировать на Россию. То есть украинский человек думает, мы боремся за свободу и ожидаем, что в России будут проходить антивоенные митинги, на которых люди будут требовать больше свободы. Так не будет. Сегодня свержение режима в РФ, освобождение порабощенных народов невозможно без внешнего вмешательства. Поэтому нужно же учитывать, что если воздействие на украинский народ порядка 300 лет, то эти народы практически находятся без своих государств, под оккупацией, под постоянным давлением сотни лет, 7-8 сотен лет. Сырис, вы сказали о том, что Москва доводит народы до нищеты, и, собственно, именно из-за этого молодым людям приходится, я так понимаю, подписывать контракты и идти на войну, чтобы выжить и чтобы заработать?
Совершенно правильно, потому что сначала доводят до обнищания, так что у молодого человека не остается никакой возможности, и социальным лифтом для него становится только служба в армии или служба в полиции. Это единственное, то есть принять участие в войне, это единственная возможность для него заработать денег. То есть очень многие идут от отчаяния. Ну и плюс работает, безусловно, пропаганда, когда человек действительно думает, что он идет воевать с каким-то фашизмом, нацизмом или с чем-то похожим на это. А если представить себе ситуацию, когда Москва перестает высасывать все соки из регионов, и Эрзя, Мордва и другие народы начинают жить за то, что они зарабатывают. Насколько это успешно может быть? Успешным проектом. Если учесть, что есть много стран, которые не имеют ресурсов, а Идель Урал имеет ресурсы, это не глупые люди, это трудолюбивые люди. На каком примере показать проще? Вот смотрите, есть Эрзя. Кстати, слово «мордва» я прошу вас не использовать. Это имперская кличка двух народов Эрзян и Мокшан. Я вас очень прошу не использовать слово «мордва». Есть Эрзя народ, есть Мокша. Возьмем для примера наших кровных братьев эстонцев и финнов. Финны 100 лет назад отошли от Москвы. И вы видите, на какой уровень жизни у них. Эстонцы позже ушли, то есть там была оккупация. И мы тоже видим, что они далеко опередили наши народы. Мы не глупее, не ленивее. Что нам будет мешать жить без Москвы? То есть Москва создает условия, чтобы, во-первых, сама структура эта государственная, она не способствует развитию никакого государства, которое находится под рукой Москвы. Им это невыгодно. Скажите, нет сомнений, что эти будут наладить свою жизнь успешно. Скажите, а вас лично где застала эта война и чем вы сейчас занимаетесь? Война меня застала тут, в Украине. Минуточку, извините, пожалуйста. Война началась в 2014 году, и она меня тоже застала в Киеве. Я ветеран российско-украинской войны, и она идет 8 лет не переставая. Были горячие фазы, холодные фазы, но война не прекращалась ни на день. Вторжение, которое активно организовала Москва в феврале месяце, застало меня в Киеве. И алгоритм был простой для нормального гражданина. Это военкомат, потом тероборона. Я видел, сколько людей хотели получить возможность с оружием в руках выступить против русского агрессора. Я видел очереди бесконечные, там стояли целыми днями, и я в который раз восхитился народом украинским. Это были простые люди, это были герои, потому что никто не знал, что будет, и каждый из них был готов умереть с оружием в руках, защищая свою родину, свои семьи, свою землю. Это было прекрасно. Сейчас я тоже вооружен, я бы не хотел говорить подробнее, но я вижу свою миссию в том, чтобы рассказывать свободному миру, которому принадлежит и Украина, безусловно, про то, что Россия неоднородна, что Россия не только Москва, Санкт-Петербург или только русские. Это целые страны оккупированные, это порабощенные народы. Поэтому Украина, по-моему, должна строить свою политику, понимая, что Москва не едина. И конечная цель Украины не возвращение оккупированных территорий, не возвращение Крыма, не свержение Путина или путинского режима. Цель Украины – это помочь порабощенным народам освободиться и создать свои национальные государства. Возможно, даже чтобы русским помочь в создании одного или нескольких русских государств на развалинах российской государственности. Потому что победа Украины именно в дезинтеграции Российской Федерации. Я об этом давно говорил, по-моему, еще до Майдана. А вот вы когда-то в интервью заявили, что Россия утратила свой шанс стать великой страной. Чем она стала сейчас? У него был такой шанс после развала Советского Союза, когда системный потенциал его обнулился, а вот потенциал народов был очень велик в 90-х годах. Но это шанс упущен, и сегодня Российская Федерация – это организирующая империя. Она пытается пугать мир, навязывать свои правила какие-то в международной политике. И поэтому цивилизованному миру не следует играть по российским навязываемым Москвой правилам. Москва продемонстрировала, что сама московская государственность больна и отравлена бациллами шовинизма. И единственный возможный рецепт нейтрализации этого опасного агрессивного организма шовинистического – это ее распад.
Поэтому и политика государства украинского, особенно информационная политика, особенно политика вот таких медийных проектов, как ваш телеканал Freedom, она должна быть направлена не на популяризацию демократических ценностей среди россиян, не на то, чтобы открыть глаза жителям Москвы, потому что это ошибочный путь, который ни к чему не приведет. Потому что понимание того, что происходит в Украине, не изменяет сознание россиян. Это все ошибочное понимание, я повторюсь. Украина живет в цивилизованном пространстве и думает украинскими и европейскими категориями. Миссия украинская наша и таких проектов, как ваш, состоит в том, чтобы довести до всего мира, что неминуемость и крайнюю необходимость распада Российской Федерации на новое государство. А в середине РФ наша миссия заключается в том, чтобы помочь порабощенным народам стать субъектами, политическими субъектами и получить поддержку союзников из других стран. Это единственный устойчивый мир возможен, но единственный путь к нему – это дезинтеграция Российской Федерации. Да, спасибо вам, спасибо. Сырис Баляин и Незур Эрзянского народа был с нами на связи.